Алиджону Хаджаеву 7 лет. Вместо того, чтобы ходить в школу и играть с друзьями, он проходит курсы терапии в онкологическом центре. Уже почти год. Мы лечимся здесь уже 8 месяцев. Прошли 8 курсов терапии. Провели операцию лимфомы. Сейчас чувствуем себя хорошо и находимся на световом лечении. Я очень благодарна нашим онкологам. Они спасли моего сына. 15 февраля – Международный день борьбы с детским раком. Детей с онкологическими заболеваниями в Таджикистане чуть больше 1000. Основные причины заболевания – генетическая предрасположенность, наследственность, близкородственные браки, вирусная этиология. И больных детей каждый год становится все больше. В течение 10 лет у нас каждым годом количество больных в динамике растет. Такая же тенденция во всем мире. Если у нас 10 лет назад первичный больной поступал где-то от 80 до 100-120 человек первично, в данный момент к нам каждый год от 200 до 250, более 70% наших детей поступает уже с 3-4 стадии. Но несмотря на это, мы стараемся провести комплексно комбинированное лечение детям, чтобы как-то помочь. Растет и число взрослых онкобольных, причем большими темпами. Сегодня в стране 17 тысяч диагностированных пациентов. Это число за 10 лет выросло в 2,5 раза. Что может быть причиной развития? Да? Это избыточная масса человека. Ограничение в употреблении фруктов, овощей. Человек ежедневно должен употреблять не менее 400 граммов. Один из отрицательных факторов – это курение сигарет, носа в нашем регионе, а также употребление алкоголя. Тоже научно уже доказано, что сигарет – это один из канцерогенных факторов в процессе развития злокачественного процесса. В качестве профилактики болезни доктора советуют вести активный образ жизни, правильно питаться, следить за окружающей средой, а также регулярно обследоваться по поводу и без. При раннем выявлении онкозаболеваний вероятность их лечения достигает 95%. Нигора Фазлидин, Бахлидин Давлятов, Азия+.